В прямом эфире телеканала «Милет» программа «Бызым». Аккымыс «Наше право». Я ее ведущая Оксана Лобода. Селям алейкум. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о трудовых отношениях. Мы постараемся выяснить, что говорит закон о том, обязаны ли вы работать в праздники. А также, например, если это требует от вас работодатель, да, как вы должны на это отреагировать? Чем компенсируется, например, ненормированный рабочий день? Что такое индексация заработной платы? А также мы узнаем, кто имеет право на отпуск без очереди. Отвечать на вопросы будет адвокат адвокатского бюро «Статус» Дарья Ледовская. Дарья Витальевна, добрый вечер. Добрый вечер. Дарья Витальевна, расскажите, пожалуйста, на какие нюансы в первую очередь стоит обратить внимание при заключении трудового договора? В первую очередь, когда будущий сотрудник заключает с работодателем, тоже будущим, трудовой договор, необходимо детально ознакомиться с его содержанием и посмотреть, чтобы все нюансы, которые предусмотрены Трудовым кодексом, были в нем отображены. В первую очередь, конечно же, там должны содержаться наименование организации, реквизиты работодателя, куда устраивается работник, сведения о лице, которые действуют в интересах этой организации, то есть директор непосредственно, все реквизиты, фамилия, имя, отчество работника, паспортные данные его должны быть там отображены. Это что касательно первого. Да? Потом есть обязательные условия, которые содержатся в трудовом договоре. Такими являются отображение места работы. В случае, если работник трудится в каком-то филиале, либо представительстве, либо обособленном подразделении организации, это должно быть конкретизировано в трудовом договоре, указание места, в котором будет осуществляться трудовая функция. Также в трудовом договоре отображается сумма заработной платы, которая будет начисляться дальнейшему работнику. Это как оклад, так и повышение за квалификацию и за все остальные надбавки. Отображается. Указывается срок начала работы. Если же договор срочный, также указывается срок окончания работы. Это в отдельных случаях. То есть договор может быть срочным, может быть бессрочным? Да, есть моменты, когда договор заключается на определенный срок, но их перечень также установлен Трудовым кодексом. Даже если все эти условия не содержатся в трудовом договоре, он же все равно является действительным. Но если они будут обнаружены уже в процессе деятельности работника, в таком случае заключается дополнительное соглашение, в котором отображаются все эти условия, которые не были изначально зафиксированы в трудовом договоре и которые являются обязательными. Спасибо. А перед тем, как перейти ко второму вопросу, я хочу напомнить телезрителям, что вы можете позвонить к нам в студию прямо сейчас и задать свой вопрос адвокату по теме трудовых отношений. А мы идем дальше. Скажите, пожалуйста, в связи с производственной необходимостью у многих предприятий, особенно вот в эти дни праздников, да, возникает необходимость выхода на работу. Да, выводят многие своих сотрудников на работу, чтобы выполнить какое-то экстренное, может быть, задание, да, заказ. Какие нюансы при этом стоит знать и учитывать как работнику, так и работодателю? В первую очередь, если работодатель хочет привлечь работника к работе в праздничные, выходные, нерабочие дни, он должен соблюсти некоторые требования. Это согласование с профсоюзом о том, что осуществляется выход в этот день. Потом необходимо получить согласие работника. Однако статья 113 Трудового кодекса предусматривает случаи, когда согласие работника не требуется, но к ним относятся катастрофы, чрезвычайные ситуации, такие вот масштабные понятия, при которых не нужно получать согласие работника. Во всех остальных согласие работника является обязательным нюансом. Потом это все оформляется приказом, письменным распоряжением работодателя, и вот указанные сотрудники, должности которых необходимо привлекать в эти дни, выходят и осуществляют свои трудовые функции. А если работник все-таки не согласен выходить на работу в праздник? Если же работник не согласен выходить на работу в праздник, то в данном случае он нарушает условия трудового договора? Не условия трудового договора. Если уже определена необходимость работы в праздничные, выходные, нерабочие дни, то это уже прошло процедуру согласования с профсоюзом. Это является
это является необходимостью. И если работник не выходит, хотя у него имеется возможность, и тоже неисполнение распоряжения работодателя, это уже отдельный момент привлечения к дисциплинарной ответственности, если работодатель учтет в этом необходимость. Угу, угу. То есть усмотрение. Работник, в принципе, в таком случае обязан выйти на работу. Да? Если есть такая производственная необходимость, есть соответствующие приказы о выходе на работу. Приказ есть. Он, конечно же, он вправе не предоставить свое согласие на работу в праздничные выходные дни, после чего он, я так полагаю, должен написать объяснение, почему. Может, у него какие-то уважительные причины, которые послужат потом, чтобы его не привлекали к дисциплинарной ответственности за неисполнение распоряжения работодателя. А если же он просто вот такой принципиальный человек, который нет у меня праздника, и я не буду работать, то это уже надо расценивать как бунт на работе. Скажите, а компенсация за работу в празднике может быть получена только денежными средствами или еще выбрать может человек, там, отгул, может быть, взять? За работу в праздничные выходные нерабочие дни предусмотрена компенсация в размере оплаты двойного оклада вот в этот день работы. Также по выбору работника, с учетом его письменного заявления об этом, ему может быть предоставлен 1 день отдыха и оплата в одинарном размере от суммы, которая была ему положена. Вот можно вот так выбрать, но это только с учетом письменного его согласия. Спасибо. Дорогие телезрители, еще раз напоминаю вам, что мы сейчас работаем в прямом эфире, и вы можете позвонить прямо сейчас к нам в студию, задать свой вопрос касательно трудовых отношений и выяснить, что говорит трудовое законодательство по тому или иному вопросу. Дарья Витальевна, скажите, пожалуйста, а если говорить о ненормированном рабочем дне? Многим приходится, например, задерживаться в офисе, да, уже после завершения рабочего дня. Вот как быть в таком случае? И, например, вот если человек перерабатывает, как это компенсируется, да? Как можно ли требовать в таком случае компенсацию за переработку? Должно ли это фиксироваться где-то, да, что человек переработал? Да, я поняла, я постараюсь сейчас доступно ответить. Норма Трудового кодекса, статья 101, содержит понятие ненормированного рабочего дня, которое предусматривает, что это особый порядок труда, в связи с которым работник может перерабатывать норму которая необходимо ему отработать в этот день часов. И он может начать работу раньше, если это необходимо по распоряжению работодателя, либо закончить ее намного позже. Сроки раньше или позже, они не ограничены. В должности, которые работают с ненормированным рабочим днем, они должны быть отображены либо в коллективном договоре, либо в соглашении между работником и работодателем, либо же они отображены в каком-то локальном акте учреждения, если у него не предусмотрен, например, коллективный договор. В таком случае эти работники, в связи с необходимостью, они задерживаются, либо раньше приходят, и это все может фиксироваться посредством записи в журнале. Заводится журнал, там, например, задержался там до стольки-то, написал, расписался, все. И потом это все отображается уже при исчислении дополнительных дней на отпуск, потому что компенсация за отработку ненормированного рабочего дня проходит именно начислением дополнительных дней. Минимальный размер дней составляет 7 календарных дней отпуска. Они включаются в ежегодный отпуск и могут быть использованы работником по мере необходимости. Спасибо. Давайте послушаем, у нас есть вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. 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 Я являюсь трудовым мигрантом, и у меня вопрос такой. Я заключил гражданско-правовой договор с физическим лицом. С физическим? Гражданско-правовой договор. Так. В чем вопрос? В чем ваш вопрос? Вопрос в том, обязано ли физическое лицо выплачивать какие-то денежные отчисления государству? И на каком основании, если обязана? Потому что у меня с ней договор такой. Если она меня вызывает, я приезжаю, делаю работу и ухожу.
Мгм. Что-то надо уточнить еще, Дарья. Нет, уточнять ничего не нужно, и я хочу Спасибо сказать... за ваш вопрос. Спасибо большое за вопрос. Я хочу сказать, что в данном случае, если у вас условия договора предусматривают о том, что вы приезжаете, выполняете работу и уезжаете, то какие производит в данном случае физическое лицо отчисления, это уже проблема этого физического лица и налогового инспектора. Потому что трудовым законодательством это не охватывается, и в любом случае условия гражданско-правового договора, они фиксируются в Гражданском кодексе Российской Федерации, поэтому в случае возникновения каких-либо споров трудовым законодательством вы не будете пользоваться. То есть здесь больше уже налоговые. Да, во-первых, это проблема физического лица, у которого трудоустроились, как происходит отчисление. Ну, наверное, просто объясняют размер зарплаты, наверное, исходя из этого, вот почему у человека возник вопрос, наверное, такой. Там зарплата фиксируется именно в гражданско-правовом договоре. Это не зарплата, это оплата услуг происходит. И поэтому здесь вообще трудовое законодательство не применяется. Это гражданско-правовые отношения. Спасибо. А скажите, пожалуйста, например, вот что касается, вы говорили, перед тем, как телезритель наш задал вопрос, мы говорили о ненормированном графике, да? Да. То есть это, если, например, график работы ненормированный, это должно быть обязательно прописано быть в договоре. Правильно я понимаю? Это может быть либо прописано в договоре, либо установлено в коллективном договоре. Приложение есть к коллективному договору, в котором содержатся должности, которые работают в ненормированном рабочем дне. Либо это какой-нибудь другой локальный акт в учреждении. Просто с этим локальным актом в последующем работник будет ознакомлен под роспись, и он будет знать, что при своей работе ненормированной он имеет право на дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве, ну, я так полагаю, 7 календарных дней. Если уже... То есть это, получается, не денежное уже как бы идет вознаграждение, а вот именно это день, который добавляется к отпуску. Да, это Счет дни, отпуска. которые добавляются к отпуску. Этим, собственно, они отличаются со сверхнормой, потому что сверхнорма оплачивается денежной компенсацией, а ненормированный рабочий день оплачивается в компенсации к дополнительному отпуску. Спасибо. А можно ли, вот, например, весь отпуск, да, который положен человеку, очередной отпуск, заменить денежной компенсацией? Замена денежной компенсации всего отпуска, который положен работнику, не допускается. Компенсировать можно дни, которые превышают минимальный размер ежегодного оплачиваемого отпуска, это 28 календарных дней. Во всех последующих случаях, ну, то есть вот эти вот 7 дней даже дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день можно потом компенсировать в денежном эквиваленте. Но есть категории работников, у которых компенсация дополнительного отпуска не допускается. Это женщины, которые имеют детей до 3 лет, работники до 18 лет, которые не достигли 18 лет, а также лица, работающие во вредных и опасных условиях труда. Дополнительные отпуска, которые им положены в связи с родом их деятельности, они должны быть ими отбыты непосредственно в днях. Спасибо. У нас есть вопрос от наших телезрителей. Давайте послушаем. Алло. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела... Алло. Да-да, говорите. Я хотела бы узнать, Так. каким образом должен поступить работодатель, если работник в день, когда он заболел, он написал за свой счет, но врач ему выдал в этот день больничный лист. Как должен поступить работодатель? Он должен отменить в этот день административный отпуск, или он должен оплатить ему больничный лист со следующего дня, после административного? Что-то надо уточнить еще? Нет, все понятно. Спасибо. Спасибо большое. В случае, если работник написал заявление об уходе на отпуск, ежегодный оплачиваемый, получил... Он сказал, телезрительница сказала за свой счет отпуск. Так
прозвучало вначале, если отпуск за свой счет. В любом случае, если отпуск совпадает с временной нетрудоспособностью в связи с болезнью, имеется об этом листок нетрудоспособности оформлен надлежащим образом, то в таком случае отпуск переносится на другой срок после окончания листка нетрудоспособности. И что является важным, что этот срок согласовывается вместе с работником по его желанию. Он может быть сразу после закрытия листка нетрудоспособности быть оформлен, либо же он может быть перенесен на любой другой срок, который будет удобный работнику. Спасибо. А сколько лет подряд сотрудник вправе не брать отпуск? Отпуск, в первую очередь хочу сказать, что ежегодно оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по истечении 6 месяцев работы, непрерывной его работы у одного работодателя. Существуют, конечно, случаи, когда он может быть предоставлен и ранее, но эти случаи оговорены в Трудовом кодексе отдельно, и их 3, мало, в общем. В основном после своей работы в течение полугода предоставляется ежегодно оплачиваемый отпуск, который может использовать работник в соответствии с графиком отпусков, которые утверждаются работодателем по согласованию с профсоюзом. Отпуск должен быть использован в течение года, конечно же, но если он не использован, то он переносится на следующий год и должен быть использован в следующие 12 месяцев. То есть на второй год работы хоть какая-то часть должна быть уже реализована. А как быть работодателю, если работник хочет трудиться вместо отпуска? Если работник хочет трудиться вместо отпуска, то нормы Трудового кодекса предусматривают разделение вот этих 28 основных дней на части. Минимальный размер, который должен использовать работник, составляет 14 дней. Думаю, на 14 дней каждый из нас может уйти в отпуск, даже если он сильно хочет трудиться. А последующие оставшиеся дни должны быть уже в таком случае реализованы в течение следующих 18 месяцев. То есть если он уже начал что-то делать, то уже потом в течение 18 месяцев он может все реализовать до конца. Спасибо. Дарья Витальевна, а скажите, пожалуйста, а вправе ли компания отозвать работника из отпуска, без его согласия? Отзыв работника без его согласия из отпуска не допускается. Есть норма Трудового кодекса, статья 125, которая предусматривает, что в случае возникновения производственной необходимости работодатель может отозвать работника из отпуска только если он напишет об этом свое письменное согласие. Также данный отзыв, он согласовывается с профсоюзным комитетом, чтобы он был в рамках закона, а не просто по прихоти, например, работодатель соскучился он за работником. Также есть некоторые категории работников, которых отзывать из отпуска категорически не запрещается. Это тоже работники, которые не достигли 18 лет, и работники, занимающие должности во вредных и опасных условиях труда, а также которые имеют детей до 3 лет. Отзыв из отпуска работника оформляется посредством распоряжения письменного. Но уже в этом случае его неисполнение не будет расцениваться как нарушение трудовой дисциплины работником, потому что даже если у него не было особо уважительных причин, он имеет право на отбытие своего отпуска от начала и до конца. А можно ли отказать работнику в отпускных за неисполнение им служебных обязанностей? Не в отпускных, вернее, в отпуске, наверное, все-таки. Отказ работнику в использовании им своего отпуска, который предусмотрен в соответствии с графиком, не является такой мерой дисциплинарного взыскания. Меры взыскания, которые применяются к работнику в связи с его плохой работой, нарушением трудовой дисциплины, они установлены статьей 192, и этот перечень является исчерпывающим. А ограничение человека в отпуске – это уже ограничение его личных прав, поэтому не допускается. И вот мы уже отвечали на вопрос нашей телезрительницы о болезни во время отпуска, и как правильно это оформляется, больничный лист, как оформляется в таком случае. А тогда вот еще один вопрос, который мы упустили. Оплачивается ли в таком случае больничный лист человеку, если он заболел во время отпуска?
Конечно же, оплачивается, потому что на момент нахождения человека на больничном листе его отпуск приостанавливается. А потом, уже когда он определился со сроком, в течение которого будет он реализовывать свой отпуск, он уже начинает просто у него течь заново. Поэтому оплата больничного листа происходит на общих основаниях, как будто бы если бы он не выходил. Угу. А кто имеет право на отпуск вне очереди? Вне очереди имеют право на отпуск ряд сотрудников, это вот также лица, которые не достигли 18 лет, мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, также женщины, которые имеют ребенка до 3 лет. Ну, этот перечень расширенный, да, он установлен Трудовым кодексом, поэтому если же там заслуги, если имеет человек, в общем, там можно ознакомиться, да, в Трудовом кодексе. А скажите, а какие виды наказания работодатель может применить к работнику? Ну, например, за нарушение трудовой дисциплины. В случае, если работникам нарушена трудовая дисциплина, есть целая процедура привлечения к дисциплинарной ответственности. Дисциплинарная ответственность заключается в вынесении в отношении работника замечания, выговора, либо его увольнения. Для того, чтобы законно и обоснованно все это осуществить, а если для работников, то в последующем оспорить какой-либо приказ, вынесенный в их отношении, нужно соблюдать процедуру в полном объеме. Для того, чтобы привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, изначально нужны какие-либо основания. Это либо акт, либо служебная записка, ну вот какой-то документ, который подтверждает, что именно конкретным сотрудником был совершен какой-либо дисциплинарный проступок. После того, как работодатель ознакомлен с этим доказательством, он затребует у работника письменные пояснения. Он может их затребовать как устно, так и путем издания распоряжения. Для предоставления пояснений сотруднику предоставляется по закону 2 рабочих дня после момента ознакомления его либо с распоряжением, либо когда у него было устно затребовано. После того, как он напишет объяснение, в них изложит причину совершения данного проступка, либо почему она вообще произошла, могут быть приложены какие-либо документальные доказательства для обоснования своей позиции. Работодатель ознакомливается со всеми документами, объяснениями, и в случае, если усматривается действительно нарушение проступка и нет уважительности причины, если это, например, прогул, да, ну, какая-то, может, катастрофа была у человека, то в таком случае работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности, которая вот заключается либо это вынесение замечания, либо это вынесение выговора, либо это увольнение. Угу. Вот что касается увольнения, какие проступки сотрудника могут привести к увольнению? Статьей 81 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены все основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Там, кроме вот организационных моментов, когда расторгается такой трудовой договор по инициативе работодателя, также предусмотрены действия со стороны работника, которые могут послужить причиной увольнения. Это является, например, неоднократное неисполнение работником своих должностных обязанностей в случае, если он имеет уже на момент рассмотрения вопроса увольнения непогашенное дисциплинарное взыскание. Обращу внимание на то, что дисциплинарное взыскание имеет свою силу в течение года, если оно не было досрочно снято по, например, ходатайству либо самого работника, либо вышестоящего работника по должности. То есть такое тоже возможно, да? Да, возможно. Это называется погашение? Погашение дисциплинарного взыскания. По тому сроку, как пройдет некоторое время, например, заведующий какого-то отдела, начальник отдела, он видит, что сотрудник, в отношении которого применено дисциплинарное взыскание, встал на путь исправления, добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, он может походатайствовать перед работодателем о снятии такого дисциплинарного взыскания. Работодатель рассматривает это ходатайство и уже по собственному усмотрению, если он действительно видит, что да, это имеет место быть, он снимает данное дисциплинарное взыскание, но может быть и раньше года. Дарья Витальевна, давайте мы послушаем сейчас еще последний вопрос от наших телезрителей. Добрый вечер, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Оплатится ли мне больничный, если я сделаю операцию, я гражданин Украины, работаю по патенту здесь, и смогу ли я получить больничный? Оплатится мне больничный, если я сделаю операцию в Украине и оттуда привезу больничный? Что-то надо уточнить. Если больничный будет из Украины, работает здесь на патенте. Все, связь прервалась. Что можно в таком случае посоветовать, сказать, как прокомментировать? Ну, в таком случае я хочу сказать, что необходимо обратиться к работодателю с этим вопросом. Я так полагаю, что я, вот честно, даже не знаю, как, не сталкивалась, честно, с такой ситуацией, потому что листок нетрудоспособности, он оформляется должным образом, и у него унифицированная форма, по которой может бухгалтерия потом произвести оплату. А листок больничный, который выдан на территории Украины, он имеет немножко другую форму, поэтому как будет производиться по нему оплата, я просто не понимаю. Это вот можно отпуск взять, и он будет оплачен. Лучше посоветовать в данном случае взять отпуск. Взять, конечно, да, отпуск. Но если работает, опять же, учесть по трудовому патенту она. По патенту Это все равно имеет трудовой значение? договор оформляется. С работником То есть все равно иностранным. будет ей лучше взять отпуск Да, вместо конечно, больничного. я бы посоветовала взять отпуск. Спасибо большое. И в завершении скажите, пожалуйста, вот что касается увольнения, да, мы говорили о дисциплинарных взысканиях, то есть правильно ли я поняла, что 2 дисциплинарных взыскания уже могут привести к увольнению человека? Такая практика применялась у нас ранее, когда действовало у нас другое законодательство. Российское законодательство не предусматривает иерархическое возрастание взысканий. Может быть применено несколько выговоров, если не усматривается уважительность причины увольнения. Потому что для того, чтобы уволить человека, должно быть грубое нарушение трудовой дисциплины с его стороны. А если же он совершает мелкие проступки, то увольнение уже в таком случае может быть произведено, если он совершил много мелких проступков. Ну, тут все равно есть возможность, наверное, спорить в суде, да, будет уже с его стороны, если, то есть в зависимости от оценки, наверное, работодателя. Да, это такое оценочное понятие, потому что уже суд, ну, как известно, суд всегда в первую очередь выступает на стороне работника. Работодатель должен доказать незаконность увольнения. Вот он берет на себя эту ответственность, а уже потом суд решает, правильно ли это было или неправильно. Спасибо большое, Дарья Витальевна. Время нашей программы уже подошло к завершению. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам сегодня в студию и дали такие интересные советы и рекомендации для наших телезрителей. Телезрителям я напомню, что сегодня мы узнали о том, что говорит закон о том, обязаны ли вы работать в праздники и что делать, если от вас это требует работодатель, чем компенсируется ненормированный рабочий день и что такое индексация заработной платы, а также кто имеет право на отпуск вне очереди. На вопросы отвечала адвокат адвокатского бюро «Статус» Дарья Ледовская. А я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Хороших вам выходных и праздничного настроения.